Здравствуйте, дети! Сегодня русский язык, 4 класс, 9 урок. Тема урока «Я стану настоящим человеком». Вы научитесь читать и понимать текст, использовать в речи слова числа, принимать участие в речевой ситуации, писать короткие тексты на заданную тему. Первое упражнение. Рассмотрите картинку произведения Бердібек Сокпакбаева. Меня зовут Кожа. Предположите, о чем может говориться в тексте. В тексте может говориться о мальчике по имени Кожа. Он смотрит на себя в зеркало и размышляет о том, каким человеком он станет в будущем. Возможно, он думает о своих поступках, о добре и зле, о том, как быть настоящим человеком. Дальше второе упражнение. Прочитайте текст, подтвердилось ли ваше предположение, для кого Кожа составил правила. Секретное собрание. Я сел напротив зеркала и стал смотреть на мальчика, Кожу, который часто нарушал порядок и дисциплину в классе. Объявляю секретное заседание открытым, проговорил я строго. Будем думать, что надо делать, чтобы стать прилежным учеником. Секретное заседание длилось около часа. В итоге были записаны правила. Правило: недисциплинированный ученик – это плохо. Второе: за каждый проступок я буду нести строгое наказание. Третье: хорошая учеба главное для ученика. Четвертое: я каждый вечер буду записывать в тетрадь хорошие и плохие поступки. Мне надо вырасти настоящим человеком. По Бердібек Сокпакбаеву. Дальше у нас здесь есть вопросы. Отвечаем на вопросы. На кого смотрел Кожа? Кем он себя считает? Кожа смотрел на себя в зеркало. Он считает себя мальчиком, который хочет стать настоящим человеком. Почему Кожа составил правила? Он составил правила, чтобы исправить свои ошибки и стать лучше. Сколько правил составил Кожа? Прочитайте их по порядку. Первое: не шалит. Второе: не лениться. Третье: хорошо учиться. Четвертое: быть вежливым и честным. Пятое: помогать другим. Дальше у нас третье упражнение. Произнести правильно участник. Секретное заседание құпия жиналыс. Недисциплинированный ученик, тәртіпсіз оқушы. Третье упражнение. Посмотрите отрывок из фильма «Меня зовут Кожа». Что делал мальчик? Чем отличаются правила в фильме и книге? Какие из них вам подходят? Почему? Что делал мальчик? Кожа смотрел на себя в зеркало и размышлял о себе. Второе. Чем отличаются правила в книге и фильме? В фильме правила показаны короче и проще, чем в книге. Третье. Какие из них подходят? Почему? Подходят правила не шалить, учиться быть честным, потому что они помогают стать хорошим человеком. Правильно. Дальше четвертое упражнение. Рассмотрите схему, составьте высказывание, напишите его в тетрадях. Быть человеком это значит заботиться о других. Человек должен быть добрым и справедливым, не обманывать, совершать хорошие поступки и быть отзывчивым. Пятое упражнение. Дополните диалог своими правилами. Напишите в тетради. Чтобы вырасти настоящим человеком, надо соблюдать правила. Правило первое. Первое правило – заботиться о людях.
Второе правило – быть добрым и честным. Третье правило – учиться и трудиться. Четвертое правило – помогать другим и совершать хорошие поступки. Правильно. Теперь я узнала, я научилась. Я узнала, что быть человеком значит заботиться о других, быть добрым, справедливым и честным. Я научилась различать хорошие и плохие поступки, составлять правила для себя и следовать им. Вывод. Сабақты қорытындыла. Каждый должен стремиться стать настоящим человеком, помогать другим и всегда делать добро. Все, урок окончен. До свидания.